Александр Сладковский. Хайырлы кич, кадерле дуслар, милләттәшләр. Мы рады приветствовать вас в Светлановском зале Московского международного дома музыки на праздничном концерте мастеров искусств, посвященным Дням культуры Татарстана в Москве. Летопись культуры Татарстана включает в себя целую плеяду выдающихся музыкантов, поэтов и писателей, художников, драматургов, артистов. Бүгінгі күнде оларның ижады, рухи мирасы, милли сәнгатебездә айрым урын алып тора. Нынешний год особенно богат на юбилейные даты многих выдающихся деятелей культуры, литературы и искусства, связанных с нашей землей. 135-летие Фатиха Амирхана, 120-летие Хади Такташа, Гумера Баширова, Сарвар Адгамовой, Кави Наджми. 115-летие Мусы Джалиля, Сары Садыковой, 110-летие Назиба Жиганова, 100-летие Рустема Яхина. Эти имена вписаны в славную летопись нашей истории и мировой культуры. Сегодня в зале присутствует много почетных гостей, среди которых президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук, герой труда Российской Федерации Рошаль Леонид Михайлович, ректоры ведущих московских университетов, с которыми в текущем году Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве, дизайнер национальной одежды, которую представили в фойе участники Московского регионального конкурса «Татар-ПЗ» Алсу Маликова. И стало доброй традицией участия призывников из Республики Татарстан, которые проходят службу в президентском и Преображенском полках, частях военно-морского флота и Росгвардии. На сцену приглашаются председатель Московской городской думы Алексей Валерьевич Шапошников и председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Хайрулович Мухамедшин. Добрый вечер, Москва, добрый вечер, Казань, добрый вечер, Татарстан. Мы рады вас видеть. Позвольте вначале огласить приветственное письмо мэра Москвы. Президенту Республики Татарстан Миниханову, организаторам, участникам и гостям мероприятий, посвященных Дням культуры Республики Татарстан в Москве. Уважаемый Рустам Нургалиевич, дорогие друзья, приветствую вас на мероприятиях, посвященных Дням культуры Республики Татарстан в Москве. Татарстан – один из самых динамично развивающихся регионов России с богатой историей и культурой. В республике эффективно реализуются масштабные программы в экономике и социальной сфере. Разрабатываются и внедряются инновации, создается комфортное общественное пространство в городах и селах. Повышается качество жизни людей. Москву и Татарстан связывают тесные узы дружбы и сотрудничества, в укреплении которых большую роль играет татарская община столицы. Неотъемлемой частью культурной жизни нашего мегаполиса является душевный праздник Сабантуй. Хорошей традицией стало и проведение молодежного форума «Мост Москва-Татарстан». Нынешние дни культуры – еще одно подтверждение наших добрых отношений, которые, убежден, будут и впредь успешно развиваться.
Желаю вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, всем участникам и гостям Дней культуры Татарстана в Москве крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в работе, учебе и жизни. Мэр Москвы Сергей Собянин. Позвольте передать вам обращение мэра Москвы для передачи президенту Татарстана. Также позвольте от лица депутатов Московской городской думы приветствовать в Москве. И мы сегодня начинаем Дни культуры. Это действительно одно из самых красивых, одно из самых любимых мероприятий москвичей. Это одна из самых добрых традиций, такая же, как проведение в Москве Сабантуя, которую мы тоже с нетерпением ждем каждый раз. Хочу сказать огромное спасибо, Виктор Ильич, вам за то, что вы были тем человеком, который закладывал традиции межпарламентского взаимоотношения парламентов Москвы и Татарстана. Поверьте, это одна из самых крепких и тесных дружб между парламентами. С праздниками! С Днем культуры Татарстана! Самое главное, хочу поздравить с наступающим праздником, который будем отмечать 30 августа. Правильно? Понедельник. Понедельник обычно мы же не работаем в Татарстане, да? Мы что-нибудь отмечаем. Поэтому с Днем Республики, с наступающим праздником! Hayırlı kech, qadrli millatdoshlarimiz, Moskva shahrida yashovchi xalqimiz, do'stlar, bugungi tantanada qatnashuvchilar, men Respublika Prezidenti ismidan, Davlat Soveti ismidan, hukumatimiz ismidan 3 milliondan ortiq 4 millionga yaqin yashovchi xalqimizdan mana sizga, Moskvada yashovchi xalqqa o'zimizning salomlarimiz va xush tilaklarimizni olib keldik. Уважаемые дорогие друзья, уважаемые москвичи, наши соплеменники, живущие в столице Российской Федерации, традиционная встреча. Уже много лет, 11-й раз мы проводим Дни культуры Республики Татарстан в столице Российской Федерации. И надо отдать должное руководителям столицы, мэру Москвы Собянину, Сергею Семеновичу, моему коллеге Алексею Валерьевичу Шапошникову, гостеприимным хозяевам вот таких прекрасных дворцов и залов, библиотек, да, для того, чтобы мы могли показать многонациональный народ республики, 173 нации народности проживает в Татарстане, со своей богатой культурой, историей, и нам представляют такую возможность. Низкий вам поклон, огромное спасибо. Президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов практически каждый год с удовольствием поздравлял в эти дни всех наших татар, русских, мордвой, чувашей, кто по разным причинам уехал в Москву, нашел здесь доброе гостеприимство, живет здесь, но сегодня он не смог приехать и просил передать его слова. Приветствие, поздравления, поскольку он в составе правительственной делегации Российской Федерации вылетел во главе с Мишустиным Михаилом Владимировичем, вылетел в Казахстан, и мы будем подписывать сегодня там соглашение о дружбе и сотрудничестве. Передаю вам от органов государственной власти, от имени президента Республики Татарстан самые добрые пожелания в непростое время, в которое Москва разрешила нам провести в ковидный период, я имею в виду вот эти вызовы, которые есть в обществе, и я благодарю и низко кланяюсь. Я приехал, чтобы сказать, что Татарстан, как и многие субъекты, как и сама столица, многомиллионная Москва, противостоит тем вызовам, которые на этом историческом отрезке времени приходится переживать всем регионам Российской Федерации, да я бы сказал, и странам всего мира. Это и пандемия коронавируса, научились выговаривать эти слова, это, в общем-то, сухая жаркая погода, которая негативно влияет на сельскохозяйственный сектор экономики, да и пандемия на экономику серьезно повлияла. Я бы сказал, даже на психику некоторых людей, намордники, маски, перчатки, уменьшенное общение друг с другом. Оркестр Сладковского, вот, слава Богу, востребован.
на московской площадке, завтра в Сочи улетает, но тоже не при полных залах. Ограничен Александр, так, да? Он ушел, готовится к своему выступлению. Вот в этих условиях Татарстан живет в созидательном режиме. Я отчитываюсь перед вами. Нам удалось в этом году основные критерии, по которым оценивается развитие субъектов Российской Федерации, нами успешно реализуются. Работает экономика, обеспечиваем продовольствием, теми продуктами питания, которые растут в наших климатических условиях, принимаем меры для того, чтобы сохранить поголовье скота, а мы республика, которая находится на передовых позициях в Российской Федерации по валовому надою молока в стране на 4-м месте. Не Кубань, не Краснодар, житницы наши, а Татарстан в европейской части Российской Федерации. Нам импонирует, что власти Москвы вместе с нами, подписав и межсубъектовое соглашение о сотрудничестве, и межпарламентское соглашение, которое мы подписали с Москвой, оно реализуется. И поддержка, связь наших людей нарастает. Действительно, Сабантуй или другие мероприятия. Но я бы больше сказал, нас интересует опыт такого мегаполиса, как Москва, в реализации вот этих программ, национальных проектов, которые ставит перед субъектами, перед страной президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин с финансированием из федерального бюджета. И нам удалось многое в Татарстане также сделать, чтобы жили лучше наше население, благоустраиваем дворы, строим школы, ремонтируем их, дошкольные учреждения, дороги. Слава Богу, как говорится, наши татары в правительстве Российской Федерации и Москвы поддерживают свою республику, свои корни. Сказать, что мне не стыдно сегодня, я думаю, никто не может сказать, что Татарстан серьезно подотстал в своем развитии. Экономика нашей республики многовекторна, и мы сохранили ее и в эти тяжелые годы. И нефть добываем, и в кои века впервые начали перерабатывать нашу сервисную нефть. Кто знает о том, что на нашей площадке уже с начала войны или послевоенный период в 1943 году начали добывать эту нефть. Многовекторное машиностроение, КАМАЗ работает, машины делаем, самолеты боевые гражданские делаем, востребованы, вертолеты боевые гражданские делаем, корабли в Зеленодольске строим, и многое делается в республике для того, чтобы экономика прирастала, и в этом пример сотрудничества Москвы и нашей республики. Думаю, другие субъекты тоже, Алексей Валерьевич, следят за этим. Наверняка подпишут такие же соглашения, ибо в Москве это центр, это столица. И те предстоящие политические события, которые волнуют всех сегодня, выборы в Государственную Думу 8-го созыва, предстоящая перепись населения, Нусларом, миллиард Нурманус, я это говорю к тому, что нам надо сформировать Думу 8-го созыва такой, чтобы нас не беспокоило. Это Дума в части вот некоторых предложений радикальных, которые идут от 30 с лишним политических партий. Выбор-то большой, что все не так, все не это, не нравится, не будем прививаться от ковида. Что за глупость? Берегите себя и близких, прививайтесь от ковида. Другого пути нет избавиться от этой заразы. Извините за непарламентское выражение. Только так мы можем оградить себя и обеспечить дальнейшую жизнь и развитие Российской Федерации. Зур рахмет, шаткур шерге, умушлар, саламатлек. Насиб Госуслай Матурма, Галяк Шерга. С праздником, доброго здоровья, благополучия. Будьте здоровы, берегите себя. Переходим к церемонии награждения. За вклад в укрепление межконфессионального мира и согласия в обществе и многолетний труд благодарность мэра Москвы объявлена
муфтию централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона Московский муфтият Кырганову Альбиру Ривкатовичу. За активное участие в общественной жизни столицы и большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Москвой и Республикой Татарстан благодарственным письмом мэра Москвы награждены начальник нейрохирургического центра, главный нейрохирург Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко Министерства обороны Российской Федерации Гизатуллин Шамиль Хамбалович. Заслуженный артист Республики Татарстан Мингазова Лейсан Камилевна. Заслуженный. Заместитель командующего воздушно-десантными войсками Российской Федерации Тимиргазин Нариман Камильевич. Президента Республики Татарстан за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд медалью «100 лет образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики» награждены заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Ахметшин Равиль Кремулович. Плодотворный труд и большой вклад в укрепление законности и правопорядка главный специалист Центра обеспечения учебно-воспитательной работы Федеральной службы исполнения наказаний Шамсунов Салих Хабибович. За вклад в развитие музыкального искусства почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» присвоено артисту-вокалисту оперной труппы Государственного академического Большого театра России Гали Марату Галимзяновичу. За заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» присвоено заместителю главного врача по инфекции детской городской клинической больницы имени Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы Самитовой Эльмире Растямовне. За большой вклад в сохранение и развитие татарской национальной культуры почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» присвоено генеральному директору Дома литераторов в Тарусе Ахметову Исмаилу Тимировичу.
Московского областного фестиваля конкурса «Музыкальное искусство татарского народа. Культурные достижения России» Исаевой Фирдаус Фаритовне. Культурного центра региональной общественной организации Татарской национально-культурной автономии города Москвы Хусаинову Анверу Умаровичу. Распоряжением президента Республики Татарстан за плодотворный труд и вклад в развитие культуры и искусства благодарность президента Республики Татарстан объявлена заведующему кафедрой Российского государственного университета имени Косыгина Мустафину Ильдару Харисовичу. За активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения президенту межрегиональной общественной организации «Союз женщин летных специальностей авиатриса» Магогоновой Халиде Хусейновне. Награды вручены. Остается пожелать, чтобы мы с удовольствием сегодня пообщались. Еще раз порадовались, что через год мы вновь собрались на этот праздник. Посмотрели концерт национальной музыки, татарской, русской. И хочу пожелать также дружно: ведите себя, будьте сплоченными, чтобы Татарстан радовался за своих татар, живущих в столице. Мы вами гордимся. Рахмет. Большое вам спасибо. Сегодня для вас прозвучат любимые музыкальные произведения. Имена их авторов дороги нам как символы духовного величия и бесценного достояния татарского народа. Их творческое наследие составляет золотой фонд культуры Татарстана. Рустем Яхин, Тушанам, исполняет заслуженная артистка России, народная артистка Республики Татарстан Альбина Шагимуратова.
Ey матур, мин янмас идем, яндыручы булмасаң. Тонмас иде җиргә яшьләр, тондыручы булмасаң. Бер минутта ташлар идем бу томанлы моңнарымны, син минем өстен килеп моңландыручы булмасаң. Резида Ахьярова, ария Тукая из оперы «Любовь поэта». Народный артист Республики Татарстан Ильгам Валиев. В прошлом году наша республика с большим размахом отпраздновала 120-летие выдающегося композитора Салиха Сайдашева, основоположника татарской классической музыки, автора музыкальных произведений, ставших подлинно народными. Салих Сайдашев, вальс. Заслуженная артистка Республики Татарстан Гульнора Гатина.
Сайдашева «Наемщик». Заслуженный артист Республики Татарстан Филюс Кагиров. Саид Сайдашев. Восточный балет из музыкальной драмы «Тагир и Зухра».
Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России и Республики Татарстан Александр Сладковский. Продолжит концерт музыка из оперы «Джалиль» выдающегося татарского композитора Назиба Жиганова. В его жизни и творчестве тесно переплелись Казань и Москва. Jalil operası büyük şairimiz Musa Jalil'in şiirlerine negizlenip yazılgan. Necip Cihanov, Jalil operasından Jalil ariyası, Yaramir Nizametdinov başkar. История и традиции народа – это бесценный опыт поколений наших предков. Бережное сохранение культурного наследия делает человека богатым духовно и дает силы для будущих устремлений. Тарихын bilgen халыкның киләчәге бар. Татар халык җыры Гөлҗамал, Татарстанның атказанган артисты Динә Гарипова һәм Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбленең хор төркеме башкара. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айрат Хәмитов.
Несколько дней назад общественность Татарстана отметила день рождения выдающегося классика татарской музыки Рустема Яхина. Творчество этого замечательного композитора настолько проникло в наши сердца, что достаточно просто произнести его имя, и возникает мелодия. Рустем Яхин, Китме Сандулаш. Huzurunuzda İlham Veliyev, Filus Tahirov hem Ruslan Seyfetdinov.
Рустем Ильяхян, «Песня без слов» исполняет ученица Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, лауреат международных конкурсов, правнучка великого татарского поэта Мусы Джалиля Лиза Малышева Джалиль.